В Якутии продолжается работа по подключению частных жилых домов к центральному отоплению. Реализация масштабной программы прежде всего требует увеличения протяженности сетей и инженерной инфраструктуры. По порядку и подробнее наш корреспондент Виталий Абрамов. Программа подключения индивидуальных жилых домов к теплоцентралям – это план адресного подключения к отоплению каждого дома поселения республики. На это выделено более 800 миллионов рублей из республиканского бюджета. Из них порядка 470 миллионов направятся на строительство магистральных сетей в арктических улусах, а 350 миллионов будет направлено на адресные субсидии малоимущим гражданам всех улусов. По итогам 2013 года подключено к центральному отоплению 738 семей. Это не только арктические улусы, это и центральные улусы в том числе, да. Но в полную силу программа начала работать с этого года. Более 2300 частных домов планируется подключить к центральному отоплению в этом году. В настоящий момент практически во всех районах Якутии идут масштабные работы. Так, в Верхневилюйске, в селах Мангас и Батулу к центральному отоплению подключат 7 домов, а в улусном центре ведутся строительные и ремонтные работы теплоцентрали. В этом году выделено порядка 7 миллионов рублей. Работаем 6 бригадами, покрываем трубы материалом, прозванный в народе скорлупой. Делаем его, теплоизолятор, самостоятельно. А в Верхоянском районе, в одном из отдаленных населенных районов, в селе Сартан, до конца текущего года введут в строй новую котельную. А село Столбы станет первым населенным пунктом, где весь частный сектор полностью будет подключен к центральному отоплению. Полностью 100% отопление дадут. В будущем мы хотим пристроить к дому пристрой и мечтаем душ, туалет теплый построить. Таким образом, как заверяют в МинЖКХ, к 2016 году в рамках государственной программы подключения частного сектора к центральному отоплению большая половина населения в арктических улусах забудет про заготовку дров на зиму. Раньше надо отметить, что очень активно эти процессы шли в Амгинском районе. Но в центральных районах уже и глава занимается. Вот, например, село Баяга Татинского района, там глава предусмотрел в местном бюджете 800 тысяч рублей на сети теплоснабжения. Сегодня силами производственных филиалов ГУП ЖКХ при условии предоставления материалов от муниципальных образований запланировано подключение к центральному отоплению более 1500 частных домов. А это значительно больше, нежели удалось бы сделать без участия муниципалитетов. Виталий Абрамов, Альбина Павлова, Александра Григорьева, НВК Саха, Верхневилюйский, Верхоянский районы, Якутск.